Доброе утро, мои дорогие друзья. Сегодня субботнее утро. У нас сегодня заказ, как я вам говорила. И начнем наш заказ сегодня делать. Начнем свою работу потихонечку с помощью Всевышнего. И прежде чем начинать заказы, я вчера не сделала свой компот. Быстренько сделаю компот. Короче, у меня тут красная смородина, черешня. Всего понемножку накидаю, чтобы уже был какой-то аромат. Потому что я боялась, что компот из черешни сам по себе будет невкусным. Потому что черешня же сладкая. И без аромата как бы, да, получается. А так, если будет и абрикос, и смородина красная, мне кажется, будет вкуснее. Поставила уже воду греть. И быстренько сделаю компот, сделаю сыр, поставила молоко греть, управлюсь, короче, с утренними делами и, наверное, пирожков нажарю на завтрак и потихонечку начну делать заказы. Я примерно никогда не взвешиваю ничего, потому что, во-первых, как я всегда говорю вам, мои не очень-то любят фрукты в этом есть, в компоте. Им больше нужна жидкость, водичка или сок, как его, не знаю, назвать. Поэтому понемножку. Надо, чтобы еще немножко черешни мне нарвать. Но пока Ибрагим с Расулом спят. Они когда вместе, то практически до утра играют в свои игралки эти на телефоне. Не ложатся. Так, видите, черешни не хватает. Так, Мадина, как всегда, своими детьми, когда у нас заказы, подкидывает нам детей. Мама работает. А еще чай. Мухаммад. Мухаммад, как мы в жару будем заказы делать? Кофе. Маму хочу. Эйша, а почему у меня не сегодня день рождения? Привет. Я не показываю тебя. Привет, Мухаммад. Мухаммад. Как вкусно пахнет. Мухаммад. Приветики. А его уже можно показывать, да? Привет, да, уже мы начали его показывать. Привет, Мухаммад, привет. Сяга-сяга. Как Вкусно пахнет, да? Мухаммад. Ты что, плачешь? А ведь мама человек, мама человек. Разве у вас мама можно плакать? Это Мухаммеда машина, да? Да? А Ярзу? Я мама золото. Елха гиха. Елха гиха. Ал? Будешь плакать будешь? Не будет. Тетя Юра ведь, скажу, тетя ведь, скажу. Какие? Мы на море собрались? Скажу, тетя Юра. Мы на море собрались? Мухаммед. Митя, Мухаммед, Митя. Митя, Мухаммед, Митя. Аха, Мухаммед, тигич, аха. Аха, тигич, аха, Галида, аха, тигич, аха, вали. Вали, Галида, аха, вали. Мы же в парк должны поехать, да? Вали, Галида, аха, вали. Да? Пусть завтра поедем. Хорошо? Мухаммедик. А хочу, что Мухаммед. Ага, у меня еще больше. Пойдем цветы посмотрим, Аишка. Расцвели наши розочки, да, Аишка? Аиша, а что розочка, да? Вот такая вот красота. Дожди, конечно, у нас только так. Так. Ой, уже пора. Уже пора прыскать их от этой тли, или как ее называют. Видите, вот она. Мне очень нравится желтая роза. Она
Так нежно пахнет, это просто изумительно. Так, вот это вот оборвем. Это тоже. Все. Мадина в своем репертуаре подкинула нам снова малыши. Представляешь, он зашел к бабушке сразу. Ну, конечно. Так, друзья, вчера я не стала ничего снимать, потому что со съемками обычно времени долго. И я обработала всех кур, шашлык, все замариновала, тоже не стала снимать. У нас это уже много на канале. Потом, думаю, Танзила, я говорю, я все-таки очень медленно разделываю для рулетов курочку. Она их разделала, но 2 остались на сегодня утром. Вот 4 это вчера еще сделаны, поставили в холодильник, они холодные. Вот так вот. Ну, когда кожицу снимают, если что, не знаю, я могу забыть, напишите в этих комментариях. У нас есть ролик, где Танзила показывает, как она делает этот рулет. Не знаю, может быть, с другой стороны лучше отбивать? Добрый день всем. Нет, знаешь, смотри, вы на что-то вот ее... Вот такая. Нет, вы ее испортили, ястер. Нет, с ней как Нет? ты отбьешь? Нет, вы ее испортили, где-то пацаны, наверное, видишь? Да, купим новую. А вообще, вот я советую всем, тяжелая должна быть. Она легкая. Молоток сам тяжелый. Ее прям хорошо надо отбить. Она, во-первых, выпекаться не будет изнутри. Если мне так кура давать, все делать будет, я буду. Да? А если почистить, помыть? В теплом виде ты согласна, да, разделывать? А я согласна и мыть, и разделывать, но лишь бы не заворачивать этот рулет. Для меня это большая морока. Я, конечно, делаю, но очень медленно. Видишь, что осталось? Танзила это делает на раз-два. Соевый соус. Новую соль купили. Абхаз. Абхазская. Вкусно пахнет. Обычно адыгейская у нас бывала Да. же, да? Да. В Да. принципе, Ну, она это одно и одно то и же то же. практически. Аромат, да, очень вкусно. Сейчас я состав прочитаю. Так, для приготовления практически всех блюд написано. Супы, запеченные овощные, мясные, рыбные блюда, все разнообразие маринада, богатый. Так, состав. Соль, уцхо сунели, кориандр, чеснок, стручковый перец, красный острый, пажитник, хмели сунели, перец черный, паприка. А в адыгейском, по-моему, чабер А, да. есть еще. Орегано. Тот же смысл. Но пахнет тоже ароматно. Что-то Аишка недовольна. Она всегда, когда приезжает, ей нужно где-то полчасика, Ну, чтобы... вон подарки купили пацанам. Сегодня же у них день рождения. Она говорит, почему у нее нет? Ты зелень добавляешь, да? Ну, изнутри когда? Слушай, а не лучше было укропчик добавить? Нет, По-моему. крупный. Оно, как сказать, запекается, вид некрасивый бывает. Ладно, согласимся. Аечка. Зажарку. Аишки тоже день. Ну, когда мы оставили тебя не отмеченным день рождения? Аишка увидела сегодня подарки, которые Танзила купила детям. И недовольна, говорит, когда мое день рождения. Сейчас скажут, что дети. А у Аишки скоро тоже день рождения. Какая разница, что дети? Да. Дети. С утра звонили мне. Ну, не знают, что я там день рождения устраиваю. Вот это для меня самое нудное. Аматос. Вот это вот самое легкое. Я хоть помнишь, Мадина там истерику подняла, когда он разорвался. Я из него рулет сделала. И Мадина медленно делает. Мы боимся. Ты давно уже делаешь. Сегодня как ты мне говорила, ты так легко, не нервничаешь. Как там был заказ? А что переживать? Про свадебный заказ ты Да. имеешь в виду? Да. По-моему, на улице... нет.
Была где-то, где-то, ну ладно. На улице, по-моему, да. Я на плиту сегодня клала их. Как ты там говорил, переживаю. Я, девочки, сегодня практически вчера ночью, ну, девочки, друзья, не спала. Проснусь и думаю о заказе. И это всегда, вот когда свадебный... Остальное, ну, я и про другие заказы нервничаю. Но вот когда именно свадебный заказ, я очень нервничаю, друзья. И... Аишка, мы сегодня... То обизи? Ой. Уронила. Абхая азманы, падасук. Иди возьми другой пирожок. С утра пирожки сегодня пожарила. Хотела снимать, потом думала, да ладно, уже и мои пирожки, наверное, 1000 раз надоели. Дать тебе сметану? То обизи. Видишь, сейчас я тебе сметанку дам. Аишка, вкусно? Так, смазывай. Вкусно. Так, а у тебя что с маски? Паприка, та же соль и масло. Просто паприка, соль адыгейская, Да, и масло. и растительное масло. И вот такая вот смазка идет. И делаем конфету. А внизу? Не надо. И переживать не надо. Вообще лучше, лучше попробовать, наверное, все-таки в этой пленке заворачивать. Я не привыкла к этой еде. Так и видно, что ты там у тебя как Ну, протокло. если будем там делать, то надо будет. Не знаю, что я здесь. В разные стороны, на постной. Эх, подкат. Нет. Сильно не надо закручивать? Нет. Я же закрутила, потрогай. Я вот так вот сильно, Нет. вот эти вот вещи, вот эти Зачем? вот в разные стороны сильно, иногда даже закрученные рвались у меня. Некоторые же даже бечевкой вот так вот Да переключают. не надо. Вот, смотри, изуродованный рулет, из него тоже делаем. Что ты с ним сделала, а? Не виноватая я. Не виноватая я. Лишнюю грудинку, кстати, убираем. А, если слишком много Да. мяса, да? Да, с ней ты Ну, что-то ты же делала. склеишь. Склеим, конечно, молодец. Ты там рассказывала, как ты переживаешь. А, сметанку наливать в сало. Думаю, боже мой, свадебный заказ все-таки. Когда маленькие заказы, я тоже, друзья, переживаю, конечно. Но когда крупный заказ, вот такой вот свадебный, думаю, это же большая ответственность. Вот. Когда маленький заказ, то по-любому можно переиграть, переделать, побыстро купить, успеть. А когда свадебный заказ, это же большая ответственность. Мы не успеем переделать, если вдруг что, если испортится. Короче говоря, вы сами понимаете, о чем я говорю. Я утром Танзила встает, я говорю, подожди секунду. Я говорю Танзиле, ты слушай, ты не переживаешь? Я говорю, за что? Я говорю, а вдруг у нас с заказом что-то? Говорит, да ладно, Дима, какое переживание? Я говорю, нет, я переживаю. Вот пока я его не отдам, пока оттуда не будет отзыва, что было все хорошо, мои нервы не успокоятся. Так, ну ладно, уже отбивание твое было видно, пока я отключусь. Ну вот так вот, друзья, у нас сегодня суббота, мы готовимся к нашим заказам. Пока еще ничего, я сделала пирожки, как видите, утром. Теперь я буду делать сыр. Вчера я не сделала компот, буду делать компот, а потом уже ближе где-то к 12 часам мы начнем жарить кур и жарить котлеты. А салатики мы вообще будем делать только в воскресенье утром. Хотя они даже не такие безмайонезные, просто свекольный. Мужской каприз же был у нас, да, мужской каприз и малосольные огурчики. Но это мы все, я решила сделать в воскресенье утром, потому что отправить не проблема. Они живут не, ну, как где-то, ну, 10-15 минут езды от нас. Пускай будут свежие. А то мне и малосольные огурчики нравятся, чтобы они были прям вот буквально через полчаса приготовления на столе. Ну, те, которые я делаю, да, минутные такие. Вот. А рулеты она сейчас хочет пожарить. Ну, как пожарить? Испечь, получается. 6 рулетов помещается, да? Как здорово, вот тебе все. Как я сказала, печку мы вынесли. Рулеты она сейчас сделает. И мы их даже в морозилку поставим, наверное. Они все равно не заморозятся. Будут холодные. Потому что в морозилке очень много всего у нас. И она уже, ну, не так морозит, потому что перегрузка идет. Ну, все, друзья. Пошли мы дальше. Сейчас быстренько сделаю сыр. Так, ну вот, друзья, поставила я рулеты в духовку. Вот. Теперь посмотрим. Минут через 30 посмотрим, проверим.
Вот так вот. Тяжести поднимать я Танзеле не даю. Печку, как видите, мы вынесли. Уже успели даже испачкать. Положила утром фольгу. Тут варится у нас мясо на... Как его? На салат. Тут уже сыр, как видите. Вот все. Уже пора скидывать на друшлаг. Помыли свеклу тоже. Готово, только нужно залить водой и сварить ее. Все. Еще тут свекла, как видите, вот тоже помыта. Тоже будем ставить, но это попозже. К вечеру я поставлю и будем делать. Так, это зажарка уже. Все-таки пачкается быстро печка. Ну ничего. Сковороду сейчас помою. У меня цыплята, оказывается, мы не закрыли их нормально. Вышли из котельной. И, как видите, везде мне тут испачкали. Все вот перепачкано. А я только вчера хорошенечко мыла. Каждый раз приходится после каждого дождя мыть этот бетон. Вообще мы собираемся, конечно, я уже, по-моему, говорила, скорее всего, ближе к осени, когда приедет мой сын Джабраил, этими делами он у нас хорошо заведует. И все инструменты сейчас, к сожалению, у нас у него. Его нужно отбойным молотком, или как он называется, не знаю, отбойником, снять это все, потому что, как видите, все накладывалось. Все это снять, убрать и переложить по новой. Но это, как я сказала, будет уже ближе к осени. Ну, где-то, может быть, к сентябрю. Скорее всего, да, вот так вот к сентябрю я планирую это сделать. И мне надо вот на днях буквально с заказом справлюсь. Убрать цыплят из этой котельни. Они уже будут вместе с большими курами. И там с курами у меня есть разборочки. Лучше вам такую красоту. На фоне такой красоты буду с вами общаться. Я там оставлю очень мало кур, потому что некоторые уже двухгодовалые даже. Короче, надо убрать кур. Нужно там еще и несколько уточек. И 3 гуся убрать. Короче, работы у меня, конечно, много. Но вот эти уже и с заказами, и с огородом, со всем этим реально не успеваю. Ну, как получится. А лилии прекрасно расцвели. И эти желтенькие красиво расцвели. Аишка, ты видела цветочки наши? Ел? Ой, а он пахнет очень красиво. Она, вернее, лилия. Очень вкусно пахнет. Ну все, пошла я откидывать сыр. Езжи. Корзинка, что у тебя дух? У нас жарятся рулеты, и Аишка говорит, очень вкусно пахнет. И ее мама тоже говорит, что пахнет вкусно. Вот я сделала быстренько отбивнушки, перекус, и пошли работать. Да, Аиша? Так, Аиша тапочки занесла грязные, полы грязные теперь у вас. Аиша! Вот так. Снимай обувь. Ну, давай попробуем. Ваши Иди сними обувь. Ты получилось мягко? Что, ты просто отбила, и чем дальше? Соус, соль, эти овсяные. Панировка овсяной хлопья, да? Да. Ты их перемолола? Да. Этот кусок ты пересолила. Хотя. Какие мягкие. Прям как будто бы перекрученное мясо. Очень мягкие. Так, друзья. Вот так вот запекаются наши рулетики уже. Танзила, может, я полью их? В смысле? Нет, сверху что? Или уже в готовом виде можно будет, да? Чтоб сверкало, я имею в виду. Они почти готовы. Вид красивый. Танзила, мы же их не резанными будем отдавать, да? Сами будут резать? Угу. Все. Говорит, ничего не будешь? Не, хочу. Я микрофон туда не поставила, но поговорим. Может, будет слышно. Там Так, яйца и хахал. Но это я испортила. Она его так слепила. Но все равно же резать, порежут так. Ну что? Я так сделала. Кстати, они прям черными здесь кажутся, а на его Они очень такие. красивые, да. Так, Друзья. Ай, а нет, голову не. Так.
Так, имейте в виду, у меня микрофон включен, камера тоже. Я поэтому встретилась. А то тут обсуждалась тема насчет снох, друзья. Бурно. Ляпните еще о какой-нибудь снохе. Мы тоже снохи, я ничего не говорю. Я просто говорю. Ну, вы хорошо, что знаете, что вы тоже снохи, что вы тоже точно такие же. Так, ну все, для компота все у меня подготовлено. Все вместе идет. И конвертация ролика. Тут у меня вот так вот я расписываю для Ибрагима, что, где, почем. Он скоро будет делать мне ролик, что я сняла вчера. Так, ну вот, друзья. Мадина, надо будет крышки быстро положить. Так, это тоже нужно будет забрать. Рулеты готовы, как я сказала, мы их переложили. Тут у нас произошло небольшое ЧП, поэтому съемка наша прервалась. У нас, можно сказать, немножечко свалился с лестницы Ибрагим. Кстати, если ты поставишь, это ты такая. Он нам обрывал черешню и упал. Пошатнулась лестница, упал и лестницей по башке, короче говоря. Честно сказать, конечно, я сейчас смеюсь и шучу, но я здорово испугалась. А тогда лица не было. Да, а тогда на мне лица не было, действительно. Так, Мадина, эту надо будет быстро почистить. Так, и вы знаете что? Наверное, скорее всего, как одни блогеры снимают, как они готовят, кондитеры. Они тоже включают камеру и снимают, что они делают. Я тоже, наверное, без монтажа, без ничего буду вот так вот пропускать. Не буду выключать, не буду включать, потому что времени просто нет. Помоешь. Ты на фольга dich für der Holz. А царь отгах турдизи? Да, ну ладно. Так. Не нужно говорить ничего. Так, дай вот эту вот. Салфетки дай быстро, вот эти вот. Рулон дай. Угу. Да, быстро за хлебом. Арахар, да? Наружу без бези. Ну это что? Так. Сейчас это уносим, потому что... Танзила, фольгой прикрыть их, да, лучше, наверное? Так. Это сейчас охладим. И потом в холодильник. Так, Расул, забери и поставь Зивей. Новую кухню на стол поставь, чтобы остыло. И обязательно закрой дверь. Понял? Не просто прихлопни, а хорошенечко закрой дверь. Так. Одного работника сегодня минус. Мне Ибрагим очень помогал, когда вот какие-то вот такие вот дела. И магазин послать, и что. Но хорошо, Расул у нас есть сегодня. Так. Ну все. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Erst жберкати, или жберкати, нусху делаешь, царь. Дикметник не слугешь. Я пожелания говорю и жениху, и невесте. И чтобы невеста была хорошая, и чтобы жених был тоже хороший. Так, а ну, Каспер, уходи. Давай отсюда. Давай, нечего тебе тут делать. Хорошо, сегодня не так солнечно, но немножечко уже выходит солнце. Я даже просила Всевышнего, чтобы сегодня не было очень жарко, и чтобы здесь не было мух. Каспер, давай уходи отсюда, нечего. А то в комнате очень жарко. Каспер, уходи.
Так, так, протыкаем. А железо там у тебя все прилипло? Так, спички куда делись? Спички, крышка же не осталась. Надо было как-нибудь подключить опаливатель, наверное, фейер свет. Зажигалка, чтобы работала. Чт. Каспер, мы с тобой сейчас поссоримся. Это однозначно. Так. Так, первый пошел. Мадина, ты мне, вот, все. Так, пошла перед тем, как встать, проверила Ибрагима. Болит, говорит, голова сильно. Сотрясения у него не было. Мадина! Можно, его нужно было спросить, интересно, не тошнит его? Так, хотела одинаковые положить, чтобы в той духовке одинаковые были. Так, вот так вот. Когда вот так снимаю, я не знаю, о чем говорить. Да, друзья? Надо о чем-то говорить, чтобы вам было интересно. Не просто так смотреть. Алишка только что занималась онлайн занятия, у нее были с логопедом. Расул, он не говорит, что его тошнит? Ибрашка, ты не был у него? Я поэтому говорю, если его тошнит, то сотрясение. Ой, вы знаете, вообще-то, в принципе, по идее, я всегда боялась, чтобы ребята залезали на деревья и мне рвали фрукты. Всегда, всю жизнь. Но сейчас, я думаю, есть стремянка, на стремянке не так опасно. Вот прям с дерева я боюсь, чтобы они обрывали их. Представляете? Ну, просто был дождь, видимо, одна ножка у него углубилась в грунт, и поэтому упал. А, да, он, короче, слетел с лестницы, как Мадина говорит, и сел прям там. Он сам слетел, не просто упал, а сам спрыгнул и сел. И, оказывается, потом уже на него налетела, это как ее, стремянка.
Кис. Сама возьму. Так. Мне кажется, все-таки, когда одни и те же части вместе, будет получше. Так, сейчас уже около часа дня, друзья. Рулеты, как вы видели, у нас готовы. Теперь уже третья получается. Ну, у меня еще вот такой вот полный тазик кур получается. Ну, на 2 раза у меня как раз придется. Так что спокойно управимся, я думаю. А то иногда приходится спешить. Тем более салатики я хочу сделать завтра утром. Лучше пораньше встану и сделаю завтра. Просто свеклу сейчас отварим ее всю к вечеру. Лук почистим, все поставим. Морковный я сделаю, потому что для этого нужно морковный сделать. Ну и Мадинка поможет, и Танзила поможет. Так-то она понемножечку помогает. Но ей нельзя возиться в холодной воде с холодным этим, с холодными вещами. Вообще, в принципе, конечно, нельзя было, но она сама не успокаивается. Так. Уже сегодня ее и прокапали, и уколы сделали. На ночь у нас приезжает. А? Я, говорит, сейчас как раз делаю себе полезное. Чистит лук. Она у нас еще немножко простыла, друзья. Насморк у нее немножко. Ой, как я долго с этим насморком мучилась, если бы ты знала. Сейчас только немножечко лучше. А то гундосила этим носом своим. Наверное, моим подписчикам уже надоело я. Так. Теперь сделаем надрезы, чтобы грудка наша пропеклась. Она, видите, я их все-таки для перестраховки после замаринования поставила на ночь в морозилку прямо в тазике. У меня же большой ларь морозильник. Немножко подхватила, ну немножечко только. Это будет лучше, чем, а то жарко же. И повторюсь еще раз, альхамдулилlah, сегодня не так жарко. Но в огороде сыро, вот поэтому я опять повторюсь, и Ибрагим свалился, потому что грунт очень сырой. Так. А у нас обязательно что-то получается, да? Когда я намеренно хочу, чтобы... А? Хватит? Не хватит. Хагол? Тут Аишка с мамой. Хагол, хабал мамик? Дай, подай-ка чашку. Аишка показывает, мне принесла черешню. Хватит. Не хватит, мало. На, держи, держи, держи. А то сейчас Танзила меня с работы уволит. Так, Танзила, иди сюда, проверь, как должны они стоять вверх-вниз. Нет. Это поднять наверх или это опустить вниз, Хаил? Опусти вниз лучше. Это вниз лучше, да? Мне кажется, почему-то здесь на улице газ горит хуже, чем в комнате, когда она стояла. Да? Потому что пламя было прям сильное-сильное, а тут небольшое. Ну ничего, по-любому мы же не опаздываем, успеется потихонечку. А какая разница, интересно? Так, все это пока придется принести снова обратно в холодильник, потому что здесь уже, если это оставить, соберутся мухи. Так, есть там поменьше тазик, чтобы я здесь уже приготовила котлеты? Аишка, что это у тебя? Ага, сейчас я позову кого-то себе черешню рвать, если они свалятся, как и Ибрагим, не надо. И, пожалуйста, уйди тоже с этого стульчика и оставите черешню в покое. Как-нибудь без компота обойдемся. Мне одного хватит.
Хоги. А хейнбалс, я же тоже вчера пол ведра сорвала. Они не набираются, действительно. Пацанам нервов не хватает их долго собирать. Ну вот так вот, если посмотреть, то кажется, что их много-много быстро соберешь. А начинаешь их рвать, они не собираются. Так, ну вот, смотрите. Куры пожарили все прям. Ну, не знаю, почему-то телефон темно снимает. Там такая вот красивая корочка на корочках, прям приятная. Это у нас шашлычки. Вот. Все пожаренные курицы. Вот видите, тут кастрюли. Сейчас я вам покажу. Вот кастрюли. Короче, кур пожарили все. Нету времени снимать, если честно. Так, жарятся котлеты. Просто вот я несколько штук. Мадина уехала с девочкой на гимнастику. Она со мной жарила. И теперь она уехала. Я даже не успевала взять телефон в руки. Снимать не получалось, друзья, если честно. Ну вот немножечко вам покажу. Последние шашлычки у нас в духовке. Вот. Все. И котлеты. Сейчас я вам покажу котлеты. Так. Вот кастрюля котлет. Вот котлеты. Вот котлеты. Компот еще не успела. Ну вот, короче, вот так вот идет у меня работа, друзья. Уже 5 часов вечера, и у нас сегодня сильно был дождь. Так, все, уже мне пора котлеты и переворачивать, и новые класть. Вот такой, вот так вот, друзья. Так вам покажу, вот, смотрите. Посмотрите. Такой был дождь у нас. Очень сильно был дождь, но это очень хорошо, друзья. Для огорода плохо. Для моих цыплят тоже плохо. А сегодня для нашего заказа температура воздуха не такая теплая. И нет, как видите, ни одной мухи. И мы спокойно. Я переживала, что я на улице не смогу сегодня сделать, приготовить еду, потому что все-таки бывают мух много. Ни одной мухи сегодня нет. Как будто бы вот Всевышний помогает мне выполнить этот заказ. Если бы было жарко, нам было бы очень трудно. Я даже, если знала, что будет так прохладно, я бы не выносила даже печку, поэтому вынесла печку. Ну все, почти заканчиваю. У меня еще осталось 10 килограмм фарша котлетного, и все. Друзья, ну вот, утро воскресенья. Мы закончили делать салаты. Не снимали, девочки, не снимали, не могла снимать. Так, значит, мужской каприз, малосольные огурчики и свекольный салатик. Все. Беркетинус хейл. Ворчар.